Административная перезарядка. Хорошо, административная перезарядка на оружие серии Калашникова. Используете ли вы традиционный Калашников, либо модификацию, ваша перезарядка должна быть одинаковой. Единственное, что нужно взять во внимание, это часть проверки стрелком. В мою традиционную проверку входит проверка оружия, уверенность в том, что все мои аксессуары работают, будь то ремень, проверка выверки прицела, убедиться, что с мушкой и целиком все нормально, что ничто не люфтит и не сдвинулось. Я сделаю небольшую проверку, если у меня оптика, фонари, лазеры. В этом случае все включается, все настраивается. И теперь ты готов приступить к процессу административной перезарядки. Так что вот сам процесс. Первое, что я сделаю, это сниму предохранитель и убежусь в том, что оружие полностью разряжено. Со снятым предохранителем я опущу свое оружие в рабочую зону. Рабочая зона означает, что приклад покоится между моим предплечьем и грудной клеткой. Таким образом, у меня есть рычаг на оружие, я могу с ним работать, заряжать в любых направлениях, и рычаг сохраняется. На этом этапе я произведу зарядку магазина. Теперь есть несколько методов проверки нажатием на АК-47. Учитывая, что это двухрядный магазин, и верхний патрон находится справа, мы делаем что-то типа того, что делаем на кольтах. Мы заряжаем магазин. Заметьте, что я делаю костяшками. Мы об этом потом позже поговорим, но указывайте костяшками на низ цевья и поворачивайте магазин в приемник. Теперь мы заряжаем оружие соответствующим образом. Заряжайте с инерцией. Пусть затвор пойдет вперед со всей силой, позволяющей пружине оружия. На этом этапе я могу сделать проверку нажатием следующим образом. Патрон с левой стороны, что говорит мне, что другой патрон в патроннике. Мне больше не нужно проводить никаких манипуляций на этом этапе, я могу поднять предохранитель, и я готов. Но теперь вернемся немного назад. Если я не хочу делать проверку тем, что я называю проверкой левого-правого патрона, то я использую свою стреляющую руку и указательный палец, чтобы посмотреть и увидеть латунь, бросить вперед. Ты готов стрелять, и предохранитель поднимается. Теперь, если это ночная проверка, я делаю обе, потому что они согласованы. Я также использую указательный палец, оттягиваю назад и нажимаю на патрон. Вы видите патрон, а я могу его чувствовать. Так что в ночное время это ваша надлежащая проверка. Я толкаю затвор вперед, убеждаюсь, что он на месте. Предохранитель включается хорошим движением. Итак, вы закончили с административной зарядкой. Теперь, когда вы закончили стрелять, вы будете разряжаться, чтобы показать оружие инструктору. Первое, что мы делаем, это избавляемся от источника патронов. Я положу этот источник куда-нибудь подальше. На этом этапе я снимаю предохранитель со стволом, направленным в безопасную сторону, палец вдоль курка, и посмотрю, как патрон выходит из патронника. Теперь я вижу, что патрона нет в патроннике, и магазин явно не подсоединен. На этом этапе для пущей убедительности я повожу затвором, и я ответственен за свою оружейную систему. Так что опять же я убеждаюсь, что оно разряжено. Если вы хотите, чтобы рядом кто-то об этом убедился, друг или типа того, оно того стоит, но убедись в том, что ты ответственен за состояние своего оружия. Так что это административная зарядка и административная разрядка для АК-47 или для другой системы Калашникова.